Здравствуйте! В эфире «Вести недели», в студии Павел Дямин. В начале о голосовании, которое охватило всю страну. В Центр избиркоме обработали уже большую часть бюллетеней на выборах разных уровней. Жители 83 регионов определились с тем, кому доверить полномочия глав субъектов федерации, депутатов и мэров. Подробнее об итогах единого дня голосования в стране, в Чувашии, а главное в Канаше, в нашем репортаже. По всей стране одновременно прошли 9 тысяч выборов в 83 субъектах из 85. Завершился подсчет голосов на выборы в региональные и муниципальные заксобрания. За 78 тысяч мандатов боролись 156 тысяч кандидатов. В целом голосование прошло спокойно. 57 тысяч наблюдателей следили за соблюдением закона. При этом на горячую линию ЦИК поступило беспрецедентно малое количество звонков. Сегодня участок открыли мы хорошо, наблюдатели у нас все пришли, много наблюдателей. Избиратели наши, население города относятся к этим выборам добросовестно, потому что все-таки выбираем главу Чувашии. Нам хотелось, чтобы глава Чувашии был хорошим, деловым руководителем. В Канаше прошло сразу 2 голосования. Первое – это выборы главы Чувашской республики. Второе – выборы депутатов Собрания депутатов города Канаша 7-го созыва. Всего в Канаше 21 одномандатный избирательный округ, в пределах которого работало 27 участковых избирательных комиссий. Большинство участников голосования пришли на избирательные участки до основного дня голосования. Одним из первых на избирательном участке номер 615 проголосовал глава администрации города Виталий Михайлов. Согласно данным Канашской городской территориальной избирательной комиссии, в городе Канаше за Николаева Олега Алексеевича проголосовало 77,28% избирателей. Это 10 104 человека. За Андреева Александра Михайловича 1359 человек. Это 10,39% от общего числа избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 5%. Таким образом, победу на выборах главы Чувашии в первом туре одержал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Канашская городская территориальная избирательная комиссия также подвела предварительные итоги выборов собрания депутатов города Канаша 7-го созыва. 11 человек были депутатами горсобрания в 6-м созыве. Электорат доверил им мандат в очередной раз. 10 избранных слуг народа встали на этот тернистый путь впервые. Также в единый день голосования город Канаш посетил муфтий Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Кырганов. Вместе с главой администрации города Канаша Виталием Михайловым Альбир Кырганов встретился с членами Общественного совета города, обсудил ход голосования в Канаше, поделился своим опытом работы наблюдателем во время голосования по Конституции. Альбир Кырганов отдельно обратил свое внимание на то, что массово ведутся работы по ремонту дорог, что предприятия города продолжают свою работу и даже открываются новые. Ну и я смотрю, город Канаш тоже намного преобразился сейчас. Везде ремонт ведете, большую работу ведете. И все-таки заводы тоже работают, да, я знаю, что и ВРЦ там работу ведет, знаю, что и лакокрасочные, знаю, что вы открыли тут, производите холодильники сейчас, то есть много, я тоже интересуюсь, как живет город, как у вас тут все, ну и вот у вас учебное заведение тоже на хорошем счету, и мы также много бываем уже на северах с вахтовиками, с нефтяниками, с газовиками. И меня очень удивляло, что они город Канаш все знают, говорят, а у нас там вот ребята учатся там. Я говорю, откуда вы Канаш-то знаете? Говорят, а у нас там учебные заведения. То есть вот поэтому я хочу пожелать и городу Канашу, и ее жителям процветания, успехов. Виталий Михайлов отметил, что в городе нет никаких межнациональных проблем, и благодаря этому город активно развивается и строить свое будущее. Город богат хорошими людьми, и мне нравится то, что сегодня в городе мир, дружба, созидание на первом месте. Действительно, вы правильно заметили, что нет у нас таких моментов раздрая по религиозным мотивам каким-то, по национальным интересам. Самое главное, все вместе работаем, как одна большая семья для блага, в первую очередь, конечно, города Канаша и нашей родной любимой Чувашии. Свои слова благодарности администрации города и лично Виталию Михайлову сказал председатель штаба общественного наблюдения. Я удивляюсь тем преобразованиям, которые произошли вот за эти последние 3 года. И я вот поездил по всему району, посмотрел, что сейчас какое интенсивное идет строительство придворов территорий.
проездных дорог, пешеходных тротуаров – это настоящий бум. Такой масштаб не был ни одно лето. Ирина Константинова, Павел Демин. Специально для «Вести недели». В актовом зале администрации города собрались избранные депутаты и состоялось первое заседание. Для работы собрания депутатов были избраны 3 депутата президиума: Константинов Андрей Николаевич, Мифтахудинов Гарифеддин Сатырдинович, Шулаев Алексей Сергеевич. Мария Александрова ознакомила собравшихся с результатами выборов в органы местного самоуправления и вручила депутатам 7-го созыва временное удостоверение. Решением 123 624 4 о результатах выборов депутатов Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики 7-го созыва по канашским городским одномандатным избирательным округам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 были утверждены соответствующие протоколы Канашской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Собрания депутатов. Выборы были признаны состоявшимися и действительными. Депутатам успешной работы пожелал глава администрации города Канаша Виталий Михайлов. Сейчас у вас у всех предоставился такой шанс внести свою лепту в развитие города. Это касается всех депутатов, и тех, которые вновь избраны, и тех, кто уже поработал на это дело. Я хочу сказать всем огромное спасибо, во-первых, за ту плодотворную работу. Мне было приятно с вами работать. Почему? Потому что каждое наше решение было сбалансировано. У нас собрания всегда были достойны, никогда шума не было. Почему? Потому что в комиссиях все досконально, тщательно прорабатывалось, все финансовые вопросы. И мне еще очень хочется сказать, что вот на этот раз у нас был социально ориентированный бюджет. Мы в нем предусмотрели и доступную среду для инвалидов, и для маломобильных групп. Мы немного предусмотрели и для молодых семей в республике, по-моему, в передовиках мы как раз выдали сертификацию «Молодые семьи». И эту работу, думаю, продолжим в следующем составе. На первом заседании депутаты рассмотрели 11 вопросов. Были признаны полномочия депутатов города Канаша 7-го созыва и прекращены полномочия депутатов 6-го созыва. Тайным голосованием был выбран новый глава города Канаша и председатель собрания депутатов. Им стал депутат от избирательного округа номер 13 Константинов Андрей Николаевич. Хотел бы, конечно, выразить слова благодарности вам за оказанное доверие в избрании меня в качестве председателя собрания депутатов. Хочу также, пользуясь случаем, поздравить всех коллег, всех депутатов с избранием на должность депутата городского собрания депутатов 7-го созыва. Пожелать всем плодотворной работы. Впереди у нас много задач, много вопросов, которые надо решать. И хочу всем сказать, что нас всех избрал народ, и мы должны делать все, чтобы было нашим жителям города Канаша хорошо, светло, и комфортно проживать в нашем городе. Также в собрании депутатов были образованы постоянные комиссии по финансовой деятельности и бюджету, по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту, по укреплению законности, правопорядка и депутатской этики, по транспортным и жилищно-коммунальным вопросам. Определили членов и председателей комиссий. В связи с истечением срока контракта были прекращены полномочия главы администрации города Канаша Виталия Михайлова. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель главы по реализации инвестиционной политики, начальник отдела экономики Скворцов Антон Александрович. О процедуре избрания следующего главы администрации рассказал Андрей Константинов. Руководствуясь федеральным законом об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации и уставом города Канаш, собрание депутатов города решило создать конкурсную комиссию в количественном составе 8 человек. 1/2 от общего числа конкурсной комиссии от города и 1/2 от главы Чувашской Республики. Для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Канаш Чувашской Республики. В конкурсную комиссию от города Канаша были утверждены Константинов Андрей Николаевич,
Савчук Олег Валентинович, Мифтахуддинов Гарифеддин Сатырдинович, Шулаев Алексей Сергеевич. Главная задача избранных депутатов – это слаженная работа в команде и принятие продуктивных решений для дальнейшего развития города. Что касается тех помыслов и планов, с которыми я шел в предыдущий созыв, я считаю, что большинство из них нам с предыдущим собранием депутатов 6-го созыва удалось воплотить в жизнь. Это говорит о том, что у нас была слаженная работа. Я рад и горд тем, что мне довелось работать в собрании депутатов в тесной связке с администрацией города Канаш, которой тоже очень большая благодарность за то, что сумели за короткое время привлечь в город огромное количество и финансовых средств, и инвестиций, и договориться об открытии новых производств. Все это дает очень большие надежды на то, что город Канаш будет развиваться последовательно и не снизит набранных темпов. Депутатом от избирательного округа номер 3 впервые стала Матвеева Наталья Геннадьевна. Я впервые избираюсь депутатом городского собрания депутатов. Спасибо жителям нашего города за оказанную мне честь и доверие. Будем работать на благо города и цели, которые наметили перед собой, постараюсь выполнить. Павел Демин, Ирина Константинова, «Вести недели». Важно не только получить на руки диплом, а стать настоящим специалистом. Так считает участник финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» Константин Андреев, выпускник Канашского строительного техникума. О ходе конкурса в сюжете Ирины Константиновой. Участник от Чувашской республики Андреев Константин, выпускник Канашского строительного техникума. Уже во время учебы тщательно готовился к конкурсам. Посоветовавшись с наставниками, они решили посвятить свою работу году памяти и славы, соблюдая все нормы и правила строительства. Он выложил стену с памятной датой 75-летия Победы. Я учился в Канашском строительном техникуме, сам из Канашского района. Сейчас я участвую в национальном чемпионате, и я рад представлять Чувашскую республику в всероссийском чемпионате по облицовке плиткой. Молодой человек признается, что немного волнуется, но готов показать все свое мастерство, как это было на региональном этапе. В конце февраля 2020 года в городе Чебоксар прошел отборочный региональный чемпионат по компетенции облицовка плиткой, где наш обучающий Канашского строительного техникума Андреев Константин занял первое место. Оценка выступлений участников проходила с применением дистанционных и онлайн-технологий. Работы конкурсантов оценивались экспертами удаленно с помощью средств визуального контроля. Совсем скоро станут известны имена победителей, и Константин Андреев также надеется войти в их число. Мы очень надеемся, что наш студент из 36 участников займет достойное место. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацева, «Вести недели». В Канаше стартовал проект по вручению мобильных телефонов участникам Великой Отечественной войны. Фронтовики смогут пользоваться услугами телефонной связи безвозмездно при помощи подаренных мобильных устройств. Первым, кому пришел глава администрации Виталий Михайлов и работники соцзащиты, стал Царев Николай Прокопьевич. 11 ноября исполнится 95 лет участнику Великой Отечественной войны, уроженца Тетюшского района, ныне жителю города Канаша, Цареву Николаю Прокопьевичу. Заслуженный врач Чувашской республики. Трудовой стаж 53 года. Вместе с супругой Галиной Борисовной в браке прожил 60 лет. 2 детей, 6 внуков и 7 правнуков. Поклон вам за победу. Таких людей мало осталось. И вот если бы не вы, вот такой красоты бы не было. Понимаете? Поэтому все развитие идет благодаря вам. Вы отстояли эту победу. От волонтеров Победы также приношу вам огромнейшую благодарность. Если бы не когда-то ваш вклад в победу, мне бы уже не было 22 года. Спасибо за ваше внимание. Дай Бог здоровья. Я тронут. Даже сейчас, спустя многие десятилетия, Николай Прокопьевич помнит в подробностях военные годы. В 17 лет я практически ушел в армию. Вот. И меня направили в учебный батальон химзащиты. Вот, в то время еще так как раз значит, запрет на газовые
использования газа в войне не было. Вот, и мы готовили химинструкторов, которые вот отправлялись на фронт и уже в частях организовывали вот эту всю работу. Ну и вот я практически до конца войны вот, был в батальоне химзащиты. Вот, значит, вначале на Урале, а затем был, значит, перемещен всей частью в Житомирскую область. Вот уже в Житомирской области а уже в конце войны, в апреле, меня направили в военное училище огнеметное. То есть вот те части, которые сейчас уже не используют. Правда, огнеметы это еще не фигурируют, ими еще наши самые занимаются и совершенствуются. Вот. После войны закончил 10 класс и уже в 1946 году поступил в медицинский институт. Долго работал врачом-хирургом, позже стал врачом-травматологом и 13 лет был главным врачом больницы. Особо увлекательно Николай Прокопьевич рассказывает о переезде в город Канаш. Отправлен вот в распоряжение вот нашей санитарной службы. Тогда была Казанская железная дорога. Казанской дороге на станции Сергач. Вот я там вот, наша амбулаторная больница там была. Я там проработал вот, значит, 2 года. А затем меня вот направили в Канаш. Нас предложили переехать. Я согласился. И вот уже с 1954 года в Канаше. Вот так, что уже вот теперь. Глава города Канаша Андрей Константинов лично поздравил Кутова Ивана Ивановича с 96-летием. С днем рождения! Ох, самое главное – здоровье. Не болейте никогда. Я, как председатель собрания депутатов, член партии «Единая Россия», хочу вам подарить телефон в рамках 75-летия Победы. Пользуйтесь всю жизнь. Здоровье самое главное, не болейте. Им уже 70 лет, а они все так же дети для своего любимого отца. Сегодня мы празднуем день рождения, 96 лет нашему папе Кутову Ивану Ивановичу. Я и мой брат Володя, вот мы пришли другие родственники поздравлять его с 96-летием. Вообще папа участник войны, ветеран войны. Он 42-го года на фронте. И призывался он, кстати, вот 140-ю стрелковую дивизию, которая формировалась в школе номер 3, бывшей школе номер 3 отсюда. И в школе номер 3 настоящий есть как раз уголок, где как раз школьники чествуют папу каждый 9 мая. Также в рамках акции телефон с бесплатным обслуживанием был вручен Иванову Илье Ивановичу. Участник войны. 17 лет, когда еще во время войны он работал, просто в колхозе работал, трактористом просто подрабатывал, а потом, глядя на него, что он на тракторе хорошо работает, его война шла, его отправили в танковое училище и сразу на войну. Через полгода он учился, говорит. После войны он, в общем, все, говорит, друзья уехали учиться в академию, а он так, говорит, его тянул на родину, так, говорит, мать хотела видеть, и вот он приехал на родину. И так и железнодорожником проработал всю жизнь на железной дороге. Даже в свои 95 лет Илья Иванович продолжает сохранять оптимизм и радует шутками своих детей и внуков. Ну, он живет нормально, спокойно, веселый, он очень шутник такой хороший. Ирина Константинова и Павел Демин специально для Вести недели. Всероссийский день бега «Кросс нации» – это уникальная возможность попробовать себя в беге, познакомиться с новыми людьми и улучшить физическую форму. И для этого не нужна специальная подготовка, спортивные заряды и достижения. Кросс нации – это тот случай, когда достаточно только желания. О том, как прошел кросс нации в Канаше, в нашем репортаже. С каждым годом кросс нации становится более значимым событием.
нашей страны. Не только нашей страны, но и нашего города. Сегодня я хочу пожелать всем удачи и, главное, здоровья. Самый масштабный спортивный праздник страны – Всероссийский день бега. Мы спросили участников о том, как они готовились к забегу и с каким настроением они пришли. Здравствуйте, какая у вас организация? МБДУ, детский сад, номер 16. Скажите, пожалуйста, как вы к таким соревнованиям готовитесь? Пробежки на территории детского сада. А как у вас настроение? Вообще готовы? Наша команда! Одуванчики! Держаться вместе, чтоб не сдуло! Замечательным спортивным праздником от лица правительства Чувашской Республики участников поздравил Сергей Лекарев. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего замечательного мероприятия. Хочу от лица нашего министерства, от лица правительства Чувашской Республики поприветствовать вас в этот замечательный день, пожелать крепкого здоровья и удачных стартов. Также в открытии соревнования принял участие Антон Скворцов. Рад приветствовать вас уже на ставшем традиционном нашем спортивном празднике «Кроссе наций», который собирает по всей стране тысячи любителей бега. Это мероприятие позволяет не только проявить свои спортивные навыки, но и провести время с пользой. Кросс нации в Канаше в этом году приобрел особый статус благодаря гостям из республики Мари-Эл, футбольной команде «Арсенал», которая ранее участвовала в футбольном первенстве Чувашии, старше 50 лет. Приехали, нас пригласили вот футбольной командой показать, что мы можем посмотреть, что и другие как играют. И в-третьих, получается дружба, дружить дальше. И приезжать, и мы приглашаем к себе. Очень приятно поиграть на таком газоне искусственном. Самый масштабный по количеству участников и географическому охвату спортивный праздник страны объединяет все поколения, проходит всегда массово и на позитиве. Какое настроение? Вообще, нужно ли кушать перед забегом? Не обязательно. Чуть-чуть подкрепиться на завтрак. Чай, бутерброд, это достаточно. Вообще, какую нужно одежду выбирать? Ну, одеваемся сегодня по погоде. Прохладной погоды одеваемся потеплее, чтобы больше не прохлаждать. А как нужно готовиться? Бегать ли перед забегом или что-то отдыхать? Да, надо чуть-чуть тренироваться. Мышцы согрелись. Чтобы бежать все 400 метров, хорошо. Вы первый раз участвуете в соревнованиях? Нет, я каждый год с удовольствием, с настроением. Желаю крепкого здоровья всем участникам. Первый забег произошел еще в 2004 году, а спустя всего 3 года на старт вышло уже более 1 миллиона человек. Какое настроение? Отличное, боевое. Готовы, что вы займете первое место? Девятое всегда на первом. Конечно, 9 всегда на первом, запомните все. Да. Какое у вас было настроение перед забегом? Волновались ли вы? Самое главное был боевой дух, спортивный настрой. Потому что самое главное в спорте, наверное, это настрой на победу и только победу. Что или как вы готовились перед забегом? Бегали, может, отдыхали, может, наоборот, больше кушали, чтобы там выступить, бежать? Тренировались. Усердно вчера в спортзале. Представители нашей школы, 2 учителя приняли участие в республиканской спартакиаде. Принесли школе и городу множество медалей и наград. На старт вышли студенты, спортсмены и ветераны спорта, работники администрации города, руководители и сотрудники организации и предприятий, семьи с детьми. Участников забега также пришли поддержать болельщики. Как у вас самочувствие? Нормальные. Вообще были готовы, что вы прибежите и выиграете первое место? Надо было чуть больше подготовиться. Да? А вообще, как вы приготовились? Полтаем зарядку делал. В принципе, все. А какую можно еду кушать перед забегом? Или желательно вообще ничего не есть? Не мясное лучше. Не мясное. Да, вегетарианскую пищу. Победители и призеры на всех дистанциях, во всех возрастных группах показали свое мастерство, а лучшие из лучших удостоились своих кубков. День спорта всем подарил заряд бодрости и отличного настроения. В очередной раз город Канаш принял участников Всероссийского дня бега «Кросс нации». Приятно отметить, что в этом году мы имеем возможность встретить всех любителей спорта на новых беговых дорожках, которые были постелены на стадионе спортивной школы «Локомотив». Надеюсь, многие оценили и в последующем будут приходить на беговые дорожки не только в дни спортивных мероприятий, а ежедневно по будням. Приглашаем всех
на стадион «Локомотив», занимайтесь спортом. Благодаря физической нагрузке выделяются гормоны счастья. Если спорт становится обязательной частью повседневной жизни, человек ощущает себя счастливым. Депрессия и хандра спортсмену не грозят. И помните, победа в спорте – это победа в жизни. Павел Демин и Александрова Лилия. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания. Самым экономичным и удобным для ежедневных покупок позиционирует себя магазин «Светофор». Отзывы покупателей, избалованных обилием супермаркетов, говорят сами за себя. Очень часто посещаем магазин «Светофор». Нравится, низкие цены здесь, очень много товара, большой ассортимент, большой выбор хозяйственных продуктов, чай, кофе, кондитерский, все нравится, обувь. Так что советую всем приходить сюда. Прихожу сюда в «Светофор», потому что здесь доступные цены именно для пенсионеров. Не тратьте больше свое время на поиски по городу нужного товара. Вам лишь нужно найти его в этом многообразии. Я студентка, и мне очень нравится магазин «Светофор». Мы с семьей всегда сюда приходим. Товары, поступившие в магазин из всех регионов страны, уже сегодня могут быть в вашем доме. Прихожу в «Светофор», нравятся цены, советую всем. Приходите. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать населению выгодные цены. Наше главное преимущество – цены ниже среднерыночных на 20-30%. В нашем магазине соблюдаются все меры безопасности для защиты населения от коронавирусной инфекции. Уважаемые покупатели, желаем вам доброго здоровья, берегите себя и своих близких. Сыр российский, молодой, 315 рублей. Яйцо куриное, 89 рублей 90 копеек. Порошок «Миф», 242 рубля 90 копеек. И всегда свежая свинина. Приходите в «Светофор» за умными покупками. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, улица Котовского, 4.